Здравствуйте, дети! Вас приветствует детский отдел нашей прекрасной библиотеки. Сегодня мы с вами будем читать «Свинку Милу. Новое приключение» и будем путешествовать вместе с ней. У мистера и миссис Уотсон живет свинка Мила. И они все вместе, мистер Уотсон, миссис Уотсон и Мила, живут в доме 54. Однажды они сидели у себя в саду и пили домашний лимонад. Все пили, даже свинка Мила. Мистер Уотсон сказал: «Дорогая, знаешь, у меня от этого лимонада губы щиплет». «Наверное, я слишком много лимонов положила», — отозвалась миссис Уотсон. «Ну тогда все понятно. Переборщила, вернее, перелимонила». Мила тоже отхлебнула лимонаду из своей мисочки. «Денек-то какой выдался чудесный!» — воскликнула миссис Уотсон. «Верно!» — подтвердил мистер Уотсон. «Благодать!» Мила согласно хрюкнула. Соседки Уотсонов, Евгения и крошка Линкольн, стояли в саду перед своим домом. «Крошка!» — воскликнула Евгения. «Мы живем рядом со свиньей». «Да, сестрица», — покорно отозвалась крошка. «Живем? И что же?» «Но это не мешает нам быть благородными, достойными людьми», — продолжила Евгения. «Не мешает», — эхом отозвалась крошка. Евгения вручила ей лопату. «Это еще зачем?» — удивилась крошка. «Мы будем украшать наш сад», — объявила Евгения. «Посадим вокруг дома Анютины глазки. Ты, крошка, будешь копать, а я буду сажать». «Хорошо, сестрица», — сказала крошка. «Мы станем вести благородную жизнь, даже если это очень сложно», — загадочно сказала Евгения. «Конечно, сестрица, конечно», — опять с готовностью согласилась крошка. В саду Уотсонов Мила задрала пятачок и принюхалась. Из соседнего сада шел восхитительный запах. Мила просунула пятачок сквозь кусты. Она заглянула в сад к сестрам Линкольн. В это время Евгения как раз опускала в ямку цветочек. «Что же тут происходит?» – подумала свинка. Как только Евгения скрылась за углом, Мила пробралась сквозь кусты и понюхала посаженный Евгенией цветочек. «Да чего же сладко пахнет!» — Мила откусила. «И на вкус тоже сладко». Она съела весь цветок, подняла голову и увидела еще один цветок. Его она тоже съела и даже икнула от удовольствия. «Да чего же вкусные Анютины глазки!» Тем временем, с другой стороны дома, Евгения посадила последний цветок. «Дело сделано», — объявила она крошке. «Круто получилось, да?» «Да, сестрица», — согласилась крошка. «Пойду посмотрю, как выглядит все целиком», — отозвалась Евгения. Она обошла дом, но смотреть тут было уже не на что. «Крошка!» – завопила Евгения. «Что, сестрица, что?» – всполошилась крошка. «Куда же делись цветы?» «Ой, а правда куда? Ты же их только что посадила». И тут из-за угла появилась Мила с лепестками Анютиных глазок на пятачке. Она двигалась веселым пружинистым шагом. «Свинья!» – закричала Евгения. «Свинья! Свинья!» Евгения Линкольн устремилась за Милой, а та приспустилась бегом. «Ура! Догонялки!» – подумала свинья. Ну а что же было дальше, вы сами прочитаете и будете и дальше путешествовать с нашей прекрасной Милой. Мы будем рады видеть вас в нашем детском отделе. До новых встреч!